Киностудия «Грозный фильм» имени шейха Мансура при содействии телеканала ХАС ТВ представляет художественно-документальный фильм «Аул». Авторы проекта Султан Шавхалов и Ибрагим Можаев. По сценарию Султана Шавхалова. Режиссер-постановщик Аслан Асагаев. Таким образом, акинцы должны были возвращаться не как реабилитированные, а в качестве рабочей силы. Они расселились в своих родных селениях на равнине. Путь же предгорные селения Ауховский район был оцеплен крупными милицейскими и воинскими подразделениями. Я бертенгов, я алам кайгов, хайне чдавал. Вага участковый хейзаш. Тради сахт хайлы. Асумгалар ахсе корт хада хадбе когш билт ахамер садаве гватучур. Иш савенсе гвакса. Ах исенош дохи двухтажный дом дерсе. Хаза декарт. Индоне вахширияш буштулгих. Басеттез эла ялад сюлечу. Отметим и такой немаловажный факт. Решение 20-го съезда и указ от 9 января 1957 года доводились до акинцев теми же полномоченными по Аргнабору. В 1958 году дискриминация акинцев была закреплена законодательно. 16 июля Совет министров Дагестанской АССР принял постановление под номером 254, по которому акинцы не имели права селиться в селах Навалакского и Казбековского районов Дагестана. Тем же постановлением вводился жесткий паспортный режим, согласно которому в указанных районах возвращающиеся акинцы не подлежали прописке. Прокуратуре, МВД и Верховному суду ДССР предписывалось принять меры к строгому соблюдению паспортного режима и охране общественного порядка в вышеуказанных местностях, привлекая нарушителей закона к государственной ответственности. Однако власти этим не ограничились. Ссылаясь на то, что якобы дагестанское население, возвращающееся из восстановленной Чечено-Ингушетии, и акинцев, прибывающих в родные места в Дагестан, невозможно обустроить одновременно. В постановление 254 был введен пункт 3, который гласил, что дальнейшее возвращение акинцев в Дагестан будет проведено только в течение 1959-1960 годов, то есть после 2-3 лет. Так затягивало руководство Дагестана возвращение коренных жителей в республику. За эти 2-3 года во многие равнинные акинские селения были переселены представители дагестанских народов, вывозимые из Чечено-Ингушетии. Их не возвратили в свои горские селения, а вселили в исконно акинские, соответственно, не пустив туда хозяев, чем снова была обострена обстановка в регионе. Действие законодательно закрепленных решений правительства Дагестана не замедлило сказаться на положении возвращающихся акинцев. Те, кто все же осмеливался пробраться в свои предгорные селения, подвергались всяческим преследованиям. Да, матерей чеченцев и ингушей. Я низко кланяюсь перед вами, перед женщинами, которые родили таких прекрасных сынов. Ни одна мать не рожает своего сына, чтобы убить его где-то. И наши дети тоже не должны умирать. Хватит вот эта партийная бюрократическая, тоталитарная система, которая уничтожила 100 миллионов человеческой жизни. Давайте мы поставим сегодня точку. Мы стали жертвой
от родных кавказских гор. Какое пережить в разлуке от родных кавказских гор. Однажды чемоданы друга встретил. Ну кто ведет? Успел богатый стать. Оставки матери я вырыл, он ответил. Везу на родину, чтоб их земле предать. Останки матери я вырыл, он ответил. Везу на родину, чтоб их земле предать. Наш поезд возвращался на рассвете. Встречал встревоженный, взволнованный вокзал. Седой старик по ношенном бешмете и пал к перрону землю целовал. Седой старик по ношенном бешмете припал к перрону, землю целовал. Их не прописывали по 10-15 лет, не предоставляли работы, насильственно выселяли и арестовывали. Их дома сносили, семьи терроризировали, детей не пускали в школу. Единственная привилегия, предоставленная местными властями вернувшимся акинцам, и то из-за непокорности и несговорчивости последних, состояла в том, что им разрешалось хоронить умерших на своих родовых кладбищах. И хотя официальными органами Дагестана постановление под номером 254 было отменено еще в 1963 году, паспортный режим и строжайшее соблюдение закона продолжают осуществляться до настоящего времени. Со времени возвращения акинцы начали ставить перед руководством Дагестана, РСФСР и СССР вопрос о полной реабилитации, возвращении всех исконно акинских селений на равнине, восстановлении Ауховского района и названия сел, разрешении переселиться в эти села тем, чьи родители жили там до 1944 года. На протяжении более 3 десятилетий преследовались официальными властями представители акинцев, ведущих опасную по тем временам борьбу за постановление справедливости в отношении вайнахов. Даже в тех исключительных случаях, когда удавалось все же передать бумаги наверх, последние отправлялись обратно в Дагестан, где с авторами-активистами проводилась воспитательная работа. Аресты, передачу суду, увольнение с работы, исключение из партии, шантаж и тому подобное. Вся эта практика в отношении акинцев к настоящему времени прекращена лишь частично. Время от времени проявляются старые привычки официальных органов, либо последние закрывают глаза на подобные явления, происходящие в республике. Являясь основной частью вайнахского этноса, акинцы вместе с тем прожили свою собственную судьбу. Ныне данная этническая группа оказалась в тяжелых условиях. Историческая эхо, как единственная, складывавшаяся в течение нескольких тысячелетий территория обитания акинцев, была разрушена сначала царизмом, а затем советским тоталитарным режимом, отторгнувшим ее сердцевину – Ауховский район. Тем самым были подорваны основы существования этноса, а также нарушены устойчивые взаимосвязи между различными народами, проживающими в Хасавюртовском регионе и вокруг него. Была заложена основа для формирования здесь очага острейших межнациональных противоречий, в ликвидации которого в настоящее время делаются лишь первые и робкие шаги.
В феврале 1989 года, к 45-летию акта депортации, в селении Гачелха и Араксу-Аух был воздвигнут памятник безвинным жертвам репрессий сталинизма. Это был первый памятник подобного рода в стране. Ерцадуевич, айду дюхрада, войнах, тюн, ерхархи, ер памятник ишта, кашни чух, югам дюхрбелбер, хакаш. رئيس полкома, على секретарь парткома, إيش ده رئيكوما تويس إيش ده هذا أنتو شو عدوغا بون نهبرو متقول ده شو إرس مرزا دالجشتار سمال شيء وتر سمالش فين تاج الدواصل شوفر يرداس له سمال داس تو أنا شو حني حين جوق صراحة شو متعدش نقصر فهمتك دار دويتنا شو متعد شو إيه شو أسات عم إرس مرزا سمال تر وادرات أحمر مش زيت ديك داتي بامتك إيش دين ده دولين ده يردش ده يرديش كانه أون خيري قويش برامر بليتنش إيش يارو وسلطان دي ست عارفة سندان سوق بار أون إيركوتسكير بيمبر كاسبيسكير ده أصحابهم سيجع خزرت وهابي ونتحمل كارت جوش ستة تعنا لموتو إخا أم قوشت ميليسياش إياله بيسن قيش عبوقش قوش مثل بوقش إكتش بله شلفا واحد بين يازوش تي يازوش يزدين الكوتا رمضان وين مش إن شاء الله إيش كتش دين بيسن لشقي أصحابه يشتغلون سوا تجيني ثاني يتسيو يتش دولة غدي نرك يرقيت ترخي ويسبري يحقن خانية قويت شده يروي سبري داخل وسبري ويداح بسن بينش بسن ناهن إيش دعبكم لا دين لا دير وين بوي دحش تمدر شح دورم شح دحش إيش تخلط قوش أقا قتر لورش دين لا دير مت وشوده دات إيه وشوده لا أسماء إلا جنر عبين أول بيار إيه ديل تدايش سن ديل تدايش سن قويت يرتاش قويشون ير سويرليتش يقيش خيرك صحبوقش أنا عم ده تدع قويت تاش ده قويت شو ده عدك مركسن إيش نيس داون ده نيس داون
период развертывания военных действий, ну, немного раньше, скажем, с 1988 по 1998-99 годы, самый вот этот трудный период достался нашему брату, нашему очень уважаемому другу, когда он был лидером нашей нации, возглавлял наше национальное движение, это Дадаев Басир Исраилович. Он, значит, возглавлял наше движение. Это был очень мужественный, физически крепкий, очень такого крепкого телосложения. Он спортсмен, борец тяжелой весовой категории. Вот под стать своей стати, своему такому мужественному телу, и характер у него был мужественный. Он никогда не отступал, все начатое дело доводил до конца. Он вложил много-много усилий в то, чтобы именно ауховские чеченцы, именно акинцы, ну, не ударили лицом в грязь, чтобы лучшие наши сыны не поддались какой-то провокации, чтобы мы не потеряли большую часть своих людей, молодых людей. Но в то же время он сумел представить наш народ и перед всеми чеченцами, и перед всем миром, который смотрел, как разворачиваются военные действия на Кавказе, что чеченцы и акинцы, такие же чеченцы, такие же мужественные, могут принимать решения, принимают решения и выполняли свои обязательства как перед своим общим чеченским народом, так и перед собой лично. От имени чеченского народа я обращаюсь ко всем здравомыслящим, ко всему народу всего Дагестана. Мы не должны поддаваться на провокации, хотя на данный момент эта ауховская проблема, это не столь такая проблема, она ничего такого важного, огромного масштаба, если взять России, не значит, но есть другая проблема. Мы даже и не узнаем, когда спровоцируют между нами конфликт, мы не узнаем. Интересы России, чтобы подавить Чеченскую республику, как раз эта полоса нужна. С запада Осетино-Ингушский конфликт. Вот в последнее время все ярче так вырисовываются те оттенки, кто начинал и как начинали, хотя все это 100% еще не ясно. Хорошо, с востока теперь. Очень нужна эта проблема. Очень нужна война в Дагестане. Она нужна. Но мы этого забывать не должны. Чисто по-мусульмански собрать лавский народ, аварский народ, назначить день, порезать жертвоприношение, скотину. Вот это я предлагал и Верховному Совете. Как решить? Очень просто. За все, что было между нами до сих пор, мы вам прощаем. И вы нам простите. تخيلي شو دق دار شغله سمق ندر بس إن دوغيلا القصة ليش متح داوغشتر بيشنت إرس مرزايش إيش توين والكل وشيء كته ما هتشكله ده نيس ليش فلور ثانية باش ماشي همات سريخش بس ثان دعوة وده دون قل بس ديك ور ديكنا أستور وين خمر вещь такой, и вот еще штурхат, дал воен чудо призм. А игра его не снял. دار مريم يقولين ده تصغير شو دق دار يسمق دولار
Kayıtsa ya maçkalar bir iş izah kız nis var san idai gır nis var. شو بغير عايز بقدر سامدر بس متدين فرق تقعلا خلصت بس دقوق شغل دقنا خير دقنا غوق حوش تقول بس دينا بوسا ده امبور ساعة مخ زام خلا خلصت بس İştliyor şuna namazlar şuna üç beş sabır basır. Kan yaz hudik doy. Dal da awel iza. أجل دقيش قيش نعوض ويشوك. Когда придешь в этот двор, стучаться не надо. Ворота открытые, барьян как часовой стоит. И даже спрашивать не надо, дома, не дома. Заходишь, сидит, лежит. Я говорю, что делаешь? Лежу. Он говорит, садись напротив. Я говорю, я не хочу туда напротив садиться. Что я должен садиться? Ты говоришь, туда? Я говорю, сюда. Нет, я хочу здесь облокотиться и лежать. برجع باغا باغش خزادر إيوش خينح. للحين تابع يش سخ شش بيخوي تقومدش لا حاجة باغ. ديل ريز خلو أغاد سوسن ديلا ريز خلو أغاد. Амин. Басира Дадаева, что сегодня нет, чувствует каждый сосед. Он нужен был и остается, и он у нас каждого сердца. Как был, как мы с ним жили, вот так сами чувствуют люди. Но что его сегодня нет, среди нас, естественно, мы сопереживаем. И, видимо, это будет надолго нам оставаться нужным. Я думаю, сегодня каждый человек это чувствует на себе. Как мы все знаем, он был лидером чеченского народа. И был очень энергичным. И сам по природе тоже был энергичным. И вот когда вот на собраниях, на митингах, когда его кто-нибудь разозлит, чтобы не сказать этому человеку плохого слова, он приходил домой и всю свою энергию выплескивал на этой груше, которая висит и сейчас. ديكش داخلات نديس دوق قدر طلع لوتو إقداس تون دوق دزل در تدا ديك داور شو خلادر بقدر يجيش تون دوق سمقني خل ريحش تون اشتلاتا жизни радостно خل ريحش اشت عت سخت خصون استقدام أكثر ديرها تون على ديزا إني غلق أيضاي أوف كي غوق إيلش تحمد ديزل دغوق درت بسيلش صبر ديولز أش سوي نيخوق تقدق دولة دوا أسخستو شمتوش ده تصيدا ناخي تنيخ غوقن جو دغو أرولة ليش دا ورختين تزل درقتوني زير جميل ويمل ديرخ ويمل ديل ويتاع نسبة الهمادات ناخن دخوة ديك دايل خيل داي دخكم نانو دخكم يش وشرا دخكم وين ويزر تاعهم اشتلات دقت بينش بدق دقبة. Ну, увы, наверное, ни для кого не секрет, значит, личность Басира Дадаева, она легендарная, поскольку он всегда, я его знал лучше других. Мы с ним очень тесно были связаны. Значит, я когда приехал домой, я работал в Германии, я приехал домой, через 2 дня началась война, и мне нужно было вернуться обратно домой, вернее в Германию, и Басир мне говорит, останься, не так уж много там надежных людей, которые могли бы этим все заняться и так далее. Я очень большие надежды на тебя возлагал, я остался. И Басир мне сказал, Умар, единственная наша цель, чтобы война на территорию Дагестана не перешла. Моусер усумнее, Моусер, и война, реабилитация, волочка, на харгер, чтоб на
Хансаква, Донбор Бинвей, Хасту, памятник Йон Чадерквей, и памятники Ян Йолош, и Еш, и Чехкялцем, Алсом Ахигнет, Ермоусеру. А Ермаца Моусера Хусумлания, Моусера Нанер, Учах, Далгешту, из да Эмбил, Эжен, Ера, Иза, Иш, Сха, Фодагаш, Схадар, Дука, Олор, Тхун, Мич, Мичат, Гулдер, Дучдатер, Милиции, КГБ, Ахюалер, и целых царев цакриш, Учах, Гуллеш, Учах, Дух Собраниш, Дух Камерш, Дин Нахда, Иш, Цада, Ерца, исторический Ларамик, Штада. Это бергумда, это ну, весь самугада доллар, хазада эрхетер. Саа хами анзада хейтер, да, энчейдер, тходук мадер, тхайт шоут, асагер нахолер гулай. Масаршна там багатер. Да, это было масаур. Да, верх маешвер. Да, рад, вот, да, хой. Законодательные акты, принятые высшими органами СССР и РСФСР, создали ту базу, на основе которой возможно начало процесса восстановления исторической справедливости в отношении вайнаков, в том числе и акинцев, жителей всего Дагестана, а не только Ауховского района, как о том говорится в постановлении 3-го съезда народных депутатов ДССР о практических мерах по выполнению решений съездов народных депутатов Дагестанской СССР и реализации закона РСФСР о реабилитации репрессированных народов 23 июля 1991 года. Данное постановление при всей его прогрессивности, тем не менее, резко сужает объект реабилитации, сводя суть проблемы к решению только лишь вопроса о восстановлении Ауховского района, не затрагивая никоим образом акинское население города Хасавюрта, Хасавюртовского, Бабаюртовского и Кизылюртовского районов Дагестана. Однако в настоящее время и основные положения этого постановления не выполняются, или их практическое воплощение всячески тормозится. Каждый раз, когда подходит время выполнения очередного положения постановления, устраиваются провокации в отношении акинцев или же подыскивается очередной благовидный предлог, на основании которого акинской стороне предъявляются всякого рода заведомо неприемлемые условия, предложения и требования. Современная общественно-политическая ситуация в Хасавюртовском регионе продолжает вызывать беспокойство всех народов Дагестана, а также и вайнаков, проживающих в Чеченской и Ингушской республиках. Несмотря на многочисленные сложности и препятствия, чинимые различными силами, народы республик Северного Кавказа должны встать выше узконациональных амбиций и политической конъюнктуры и мирным способом разрешить межнациональные проблемы, в том числе и проблему восстановления справедливости по отношению к акинцам, проживающим в Дагестане. Я хотел бы сказать, что первая русско-чеченская война, ее называли тогда наведением конституционного порядка в одной из провинций, скажем, огромной Российской Федерации, но фактически это была война. 12 декабря 1994 году был организован штаб Национального совета по приему и размещению беженцев. Система была такая: беженцы прибывают сюда, здесь дежурные машины, мы сначала их кормили, затем дежурные машины отвозили их по населенным пунктам. Приезжали сюда значит, представители различных международных гуманитарных организаций, у нас они брали информацию. Значит, первую помощь, которую оказали чеченским беженцам, это, конечно, Дагестанские национальные советы. Здесь были и митинги против войны, и живая цепь против войны. Ежедневно вечером здесь бывали совещания Национального совета, подводили итог проведенного дня, количество приехавших беженцев и многое другое. Здесь же была у нас регистратура, мы регистрировали их, кормили и отвозили на место жительства. Вот, каждое село предоставляло дежурную машину от своего села с экипажем. Они здесь проводили дежурство, смотрели за соблюдением общественного порядка. Иногда нам это удавалось, иногда не совсем так хотелось бы. Ну вот так вот мы
провели, значит, самое такое опасное время, очень сложное время, когда Грозный, Чечню вообще постоянно, регулярно бомбили, эти люди приезжали сюда. Сюда приезжали очень многие депутаты Государственной Думы, солдатские матери, которые искали своих плененных солдат, пропавших в этой войне. Мы всячески старались им помогать, вытаскивать этих солдат. Значит, как нам это удавалось, по-разному все бывало. Иногда оттуда сами предлагали отдать, иногда мы сами ездили, значит, как-то старались договориться, вывести. Вот. В основном, вот по итогам, вот первую войну у нас есть списки, они до сих пор у меня лежат в ящиках. Более 148 тысяч человек было принято в первую войну. Вот. На эти цифры у меня есть списки беженцев. Но были 4 месяца, были сложные месяцы, пока гуманитарные организации приехали, пока они все это узнали. Вот. А до этих пор мы своими силами старались поддержать беженцев. Когда это началось, все старики села собрались в здании школы и решили, что же делать, как нам принять людей. В то время, как известно, не было газа. Как всем известно, мы еще не вернулись домой. У нас нет ни своего руководителя, ни своего хозяйства, ничего. Но однако детей, женщин, стариков нужно было принимать. Старики собрались в школе, и там в приказном порядке, в таком наставническом, сказали, выбрали меня начальником штаба по приему и распределению беженцев. Мы организовали человек 8 членов штаба, которые сразу с этого же собрания ушли по селу. Спрашивать и выписывать дома, кто сколько человек может принять, у кого есть какое помещение. К 11 часам ночи я уже на столе в штабе имел список. Например, Хаджалиев Магомед мог принять 5 человек, Атаев Агад может принять 8 человек и так далее. Люди стали прибывать. Но принять людей, пустить их в комнату, это было одно. Но они пришли и голые, и голодные. Ничего у них не было. Это были дети. И маленькие до 15 лет, до 16 лет. Организовали молодежь села. Пользуясь случаем, хочется отблагодарить ее. Каждое утро 3 машины, 157-й, дождь, снег, январь, как мы знаем, декабрь были очень тяжелые. Они уезжали за дровами, газа тогда не было у нас. Каждый двор, целый день в штабе сидел, приходили люди, у нас дров нет, у нас муки нет, у нас того нет. Одна машина в день ходила по селу, собирала продукты. Со скрипом сердце приходилось делить это. Это было тяжелее всего. Когда насчитаешь 4 мешка фасоли, это 220 килограммов, а потом начинаешь считать людей, приходится, вот у меня для примера записи сохранились. Вот, например, Хаджалиев Салимхан, у него проживало 11 человек. Ему, чтобы было одинаковый доступ, всем мне пришлось отдавать 1350 грамм риса. Вот так же, 1470 грамм сахара. 540 грамм фасоли. Это все нужно было делать и делить, но чтобы не обидеть кого-то. Вот эти записи мне сохранились, но благодаря нашей молодежи, благодаря нашим старикам, мы не ударили лицом в грязь. Почему? Если, не дай Бог, это и повторится, мы сделаем еще больше, потому что мы один народ. Более 50 лет прошло с тех пор, как чеченский, войнахский народ вернулся из высылки. И более 50 лет пожилое поколение, так скажем, чеченцев и кенцев по сей день проходит мимо своих отчих домов с болью в сердце и слезами на глазах. Я хотел бы узнать ваше мнение.
насколько реальна возможность возвращения Аухского района при нынешнем президенте Дагестана и при действующем нашем президенте Рамзане Ахматовиче. Это самый болезненный вопрос, кровоточащая рана на теле, так скажем, чеченцев Дагестана. В советское время в родные села чеченец мог только вернуться только мертвым, потому что родовые могилы, они по сей день существуют, особенно много жителей имеют, предпочитают, вернее, хоронить своих усопших именно на родовых кладбищах. Все после выхода постановления Российской Федерации в закон о реабилитации репрессированных народов в отношении чеченцев Дагестана этот закон практически не применяется. Практически его действие заморожено. Каждый руководитель, президент России, президент Дагестана, народ кормил обещаниями. 2-3 раза решением Народного собрания Дагестана решение этого вопроса откладывалось по необоснованным и другим причинам. Вот. Последняя надежда на нынешнего энергичного президента Дагестана. Мы хотим рассказать вам про историю чеченцев, проживающих в Дагестане, выходцев из аула, которые прославили аух и Чечню на весь мир. Одним из основоположников развития вольной борьбы в городе Хасавюрте является учитель и педагог, ярчайшая личность, великий тренер, заслуженный тренер России, кавалер ордена «Дружба» Алихан Алимшейхович Джамалдинов. С его именем связаны самые громкие победы наших спортсменов на борцовском ковре. Алихан и поныне трудится и работает им же созданный интернат спортшколы «Спартак», в котором занимаются сотни мальчишек вольной и классической борьбой, штангой, боксом и другими видами спорта. Продолжателем рода деятельности Алихана стал его младший брат Салимхан Джамалдинов, заслуженный тренер СССР, с приходом которого на тренерский мостик тренировки спортсменов стали более насыщенными, более динамичными, более интересными. Салим Нуцалханов, заслуженный тренер СССР. Это имя гремело во времена Советского Союза на весь мир. Самые громкие победы, самые большие достижения Салим принес новизну в систему тренировок, и это дало определенный успех в развитии вольной борьбы в целом. Иса Асхабов, Иса Алимшейхович Асхабов. Хочется отметить, что Иса Асхабов был моим первым тренером по вольной борьбе. Тысячи мальчишек прошли азы вольной борьбы на тренировках, занимаясь у него под его руководством. Хочется отметить также большое количество наших тренеров, которые развили нашу вольную борьбу у нас в городе. Такие тренера, как Иса Ходжиков, Исамурат Ирбайханов, заслуженный тренер России, заслуженный тренер России, заслуженный главный тренер сборной Турции Иса Ирбайханов, Ирбайханов Ибрагим, заслуженный работник физической культуры России. Хочется особо выделить братьев Джабраилов, Эльмады Джабраилов, второй призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, который добился наивысших результатов. С именем Эльмады связаны большие успехи на мировом ковре. Лукман Джабраилов, чемпион мира. Руслан Джабраилов, заслуженный тренер России. Кстати, хочется отметить, что дочь Эльмады Джабраилова, Эльнара, занимается не очень у нас на сегодняшний день развитым видом спорта. Она играет большой теннис, добилась высоких результатов
стала чемпионкой Дагестана и выиграла немало всероссийских турниров. Желаем ей удачных выступлений на мировых кортах в дальнейшем. Но особое место в летописи мирового спорта занимает 4-кратный чемпион России, 6-кратный чемпион Европы, 6-кратный чемпион мира, великий, фантастический, неповторимый Бувайсар Сайтиев, 3-кратный олимпийский чемпион, кавалер орденов дружбы и почета, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени. С именем Бувайсара связаны самые громкие титулы и победы чеченского народа. Сейчас Бувайсар занимается политической деятельностью. Недавно он был избран помощником полномочного представителя в Южном федеральном округе при президенте Российской Федерации Лапонина. Самое главное запустить тогда того человека, которого мы считаем нужным, и чтобы он набрал группу и пошел в тренировочный процесс. Все относительно документации, все это юридическое, вся эта составляющая, она занимает много времени. Юридически мы его узаконить до сентября не успеем никак. Самое главное, чтобы люди пошли на тренировку. Вот, а зато Мелхазе, дворик, все. Отлично это все. Порядок, гея. Вот. Но все-таки, наверное, не только фактор, внешний фактор гея. Вот отсюда ребята, я отсюда в свое время уехал. Адам уехал, брат мой, Заур Батаев уехал, так, Зелом, Матиев Ислам уехал. Это все мастера спорта международных, заслуженные мастера спорта. Отсюда его собственный племянник уехал, тренер, директор, это школа Ирбайханова. Вот эту школу создавал в свое время мой первый тренер Висамурат Ирбайханов. Вот, так хочу тренировать Теш, директор Вашеву. Директор ваш Исхак Ирбайханов, тоже мой тренер, один из моих первых тренеров. Вот Сервешик Рамзан Шахин за Турцию стал олимпийским чемпионом. Вот здесь тренер и директор Тунде Вашаволще, все-таки ему здесь было тоже неуютно, пришлось уезжать в Турцию, я не знаю, Гунда. Вот многие говорят, что в этой республике чеченцам тяжело, говорят, бороться, да. Не только борцам, боксеры, это все. То есть вот это присутствует все-таки, да, в разделении на национальности, вот это у нас существует, это присутствует, и, к сожалению, некоторым людям это мешает, наверное, добиваться успехов, там чего-то в жизни постигать. То есть факт, отсюда самые талантливые люди показывали результаты или за Красноярск, или за Москву, или за Турцию, или за какую-то другую страну. Да. Полный цикл здесь. Это Чекучаев. Ну, да. Не удается здесь никак довести человека от низов до самого верха. Адам Сайтиев, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта. Рамазан Ирбайханов, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион. Это имя единственное в своем роде в летописи мирового спорта, потому что это Атаева Ахмед, абсолютный, единственный абсолютный чемпион мира. Потому что в этот год проводился нововведение, проводилось абсолютное первенство, и на этом чемпионате мира Ахмад Атаев стал чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира. Хочется отметить наших молодых борцов нового поколения, таких как Кусаев Залимхан, чемпион России, Атарсултанов Джамал, обладатель Кубка мира, чемпион Европы, чемпион России, Заур Батаев, обладатель Кубка нации, чемпион мира среди юниоров, победитель Кубка мира, чемпион Европы, Далхаев Ислам, чемпион России по боксу,
Висайтая Магомед, чемпион СССР по вольной борьбе. Талбулатов Алик, призер первенства мира, победитель первенства СССР по вольной борьбе. Хансултан Иразиев, мастер спорта международного класса. Одним из первых стал чемпионом Европы среди молодежи, мастер спорта международного класса. Залимхан Гусейнов, обладатель Кубка мира, чемпион Европы, второй призер первенства мира. Сирадждин Аюбов, второй призер чемпионата Европы, чемпион СССР. Хочется отметить особо про единственного чемпиона мира среди чеченцев по боксу, чемпион мира Артур Битербиев. Буквально вчера он стал двукратным обладателем первенства Европы. За явным преимуществом, выигрывая все бои, он стал второй раз чемпионом Европы. Обладатель Кубка мира. Желаем Артуру в дальнейшем больших успехов и ждем от него золотой медали в Пекине 2012. Хочется поговорить про самый любимый вид спорта, который называется «Игра миллионов», это футбол. Кстати, позавчера, буквально 11 июня, начался чемпионат мира по футболу в Южноафриканской республике. К сожалению, наша сборная России там не участвует. Но этот пробел восполним. Через 4 года, я думаю, что сборная России будет участвовать на чемпионате мира. Хочется отметить, что наш чеченский футбол очень стремительно развивается. Клуб премьер-лиги Терек Грозный участвует в премьер-лиге и достойно играет на полях нашей страны. Воспитанники футбольного клуба «Даймок», двое воспитанников футбольного клуба «Даймок», Идрис Зайнулбидов и Саламбек Эргаджиев, играли за футбольный клуб «Терек». Мы желаем им дальнейших успехов в футболе, добиваться высоких спортивных результатов. Желаем нашим спортсменам, и борцам, и футболистам, и боксерам, и тяжелоатлетам, и всем тем, кто занимается спортом, достичь самых высоких спортивных результатов. Örkel Daimokun Haytulans Or Wayne Husme Ora Wayne Wokchun Jimchun Sin Hayegman Laam Sin Malche Bakkar Haylazam Khoshn Dainanush Mat Khoshn Haysidesh Dozellits Hokh Doshal Debüs Salorsh Hoqil Chan Lozeran Gozeli Pohmal Nisye Sharyesh Liqyaqsh Qisdal Stadar Rah Hokh Shay Jingo Sha'vin Hokh Il Ba'din Kharjishn Lozeran Ghirsishs Hashtash Tulman Sautish Olch Dash Tulman Sahral Tom Yaqsh Haydol Dinchuk Enti Yuhkayah Хил чундок бак бузин ахдесна. Аллах турбанс эйочхена ишт бортхиларс шух мехка халкан хунхи дозолда ишхулил вай ом. Бортхилго бак тулам махкой.
Последние десятилетия в Российской Федерации и Республике Дагестан характеризуются всплеском духовного возрождения народа. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النادي دكتور بعنا ويسيبري هذا هو شيء أصلي تأخله النادي ويسيبري هذا أكثر نادي دوخين دوخ عادو ويجود عتدا من شانح ديل قيث عادي بقوي يقن بليور ترجعين كينش ديون جمال ديل ريسنا خو هو ما يجوز أسد على بوس معه وده أقتل حل أحلي حيشين ويجري سبعتان كرام ديننا سباش بوش حيشين وقيد بالهو يا شيء مستزامنا نوع تحديث الغول هو شو باغي لا مش بيضغط يبغى رايش ده إنبين لاش دوي ماتك علامة كيل شاء وغير تابوش كيل خلوشة جماعة لا توش لديالي سنة والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأوفى وأنت الحر الأبي الشديد أنت يا طفل وحدك اليوم في الساحة فأين الأنساب أين العهود أين الأنساب أين العهود ولوي يكاد يصرخ أين الزحف أين الرجال هذا وش قالوا يرميش ليش هذا اليوم ميت كيحتي الله تحنسوق وقبدينا نجد كدا كشنش دا يليو لآلي تيعملي وقب بيرزا وقبدي وقب دا مل مل دخيل سوتيت أخ يرميش دا ميت كتير يرديش هذا شوز خوزا دورين كيرتا دام سبيتوش خلا عطا دي كيرتا أخ إرملوي بالين سان يرقض بقى سولي بالين سان مخلش ويقولوا شمال البيت دايتة ويوخ سبريضة ويوخ صدالة هذا يشاء أسولش إولا تدوش هينسا أسحتا ويولا أشلام زدان خدير دان تدوش إيش ليش دوي شح أوسن أسولي يرقول وين ينشي يروي خير ينشي شن يروح يرقول صالح سنا وي متساوناش بسولي بحلاها أركلش ويقدر شوي دسي Реставрируются и строятся новые мечети, церкви и памятники истории и культуры. В то время, когда только в одном Дагестане более 180 мечетей, в родовом акинском селении Парчошка, селении Ленинаул Казбековского района, приходит в упадок мечеть XVI века, заколочены двери бывшего советского склада. Прямо у крыльца памятника религии группа жителей села играет в карты. Тут же предприимчивый другой ленинаулец бойко торгует мясом, развесив его прямо на стене мечети. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين هو للإصلاح عود هو للفحشاء صد هو للإصلاح عود
هو للفحشاء صد هو للغفران مهد خلقه طهر يزيد يا أخ الإسلام هيا لا تمت قلبا سويا واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين رمضان المحسنين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود لا يرى عن يمينه من معين لا يرى عن شماله من يدعو كل ساح سعى إليها خلاء كل درب يشق مسدود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود وعيناه عزمة وصمود وقف الطفل عند بابك يا قدس ونادته من هناك الجدود وتلاقت أصداؤها وطيوف بين عينيه حومت وبنود والنداء المجروح غاب مع А женщины тем временем неистово протестуют против нашей съемочной группы. Ощущение таково, будто бы внезапно очутился в эпохе застоя социализма и ярого атеизма 70-х годов прошлого века. Ауховцы не могут даже сегодня вернуться к своим родным очагам и возродить свою историю и культуру. أنت يا طفل وحدك اليوم في الساحة فأين الأنساب أين العهود أين الأنساب أين العهود ولوي يكاد يصرخ أين الزحف أين الرجال أين الحديد وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود ورصاص من حوله